Анна Андреевна, наконец-то мы с вами познакомились. Я много ваших работ вижу на выставках. Мне очень приятно с вами познакомиться лично. И я надеюсь, что у нас сегодня будет такая возможность общения открытого, уютного, домашнего, так скажем. Как вы себя чувствуете, как настроение в новом году? Ой, отлично. Все хорошо отметили. Так, а сейчас несколько дней перерыва, я уже соскучилась, мне надо уже что-то делать, писать. У людей, работающих, было огромное количество дней. Ой, нет, я наоборот люблю праздники, чтобы там работать, больше работать. Вам удалось в этом году? Ну да, уже там у мужа несколько работ. И вот еще одну привезли большую оттуда. Просто, может, посмотреть. За 2 недели сколько работ было написано? Да, ну до этого еще. А так дочка приехала, мы старались так более свободнее время проводить. Кино там, через интернет там тоже смотрели, много всего. Ну вот, а сейчас уже все, надо работать. Вот мы полны сил. Будем продолжать. Вот когда приходишь в выставочный зал, особенно на выставке. Ну, наш выставочный, да, любимый зал. На выставке вот большое количество авторов, чьи работы выставлены, особенно на каких-то таких масштабных выставках, там, итоговых и так далее. Вот среди большого количества есть имена, которые не до конца всем известны. Хотя люди опытные, которые очень часто выставлялись, работают много лет подряд и так далее. Вот к моему стыду я до сих пор не была с вами знакома, при этом ваши работы мне были знакомы. Вот. Давайте для наших зрителей расскажем, кто такая Анна Андреевна Любасей, как вообще зарождалось творчество ваше, с чего все начиналось. Немного о себе, о своем творчестве. Ох, начиналось это с 6 класса. Я кратко расскажу, потому что мою жизнь на 3 периода, как говорили уже. Я, значит, здесь родилась, школу художественную закончила. Вот. И знакома была и с Сергеем Габелия, он наш был председатель, и Марина Эшба, со всеми я знакома. Потом много там Хута Авицба, Венера Гагулия. Там, если перечислять, мне уже, я вспоминаю их, так жалко, все умерли. Вот. Там очень много было хороших людей. И председатели у нас через несколько лет, они сменялись. Потом опять мы их выбирали. Вот сейчас Виталик у нас, Джения председатель. Потом перешла, тоже она работала уже несколько лет, Эльвира. Так что жизнь еще больше, она не дает нам отдыхать. Просто она все время, у нее каждую неделю выставки. Просто она, мы ей так благодарны, что мы сами не сидим. Насколько вас это стимулирует? Я сама рада, что вот мы не скучаем. Это нам жизнь продлевает. Просто то, что хочется что-то сделать, нет, это не нравится, выбрасываем, потом опять переделываем, новое делаем. Вот так все время. Вот сейчас вытащили оттуда еще наши картинки. И мне хочется опять что-то подправлять, переделывать. Ну а так оставляем, которые уже более так удачны, не знаю. Вы сказали, что ваш творческий путь, он начался с 6 класса. Да, 6 класса, представляете, и по сей день. У нас был Табукашвили, директор нашей школы художественной. Потом студию закончила, тоже отлично. После поступила в университет. Он сейчас университет, тогда был институт педагогический, государственный педагогический институт, на художественно-графический факультет. Там тоже было очень интересно, и практика, и много часов было таких творческих. Откуда эти способности? Еще с детского сада. В семье кто-либо в семье никого не было. Отец чуть-чуть так что.
А так я сама не знаю почему. Вот я захотела еще с детского сада все время рисовать, рисовать. И вот поступила, и по сей день я столько художников, и Писарчук был, вот сейчас вот Бубнова, со всеми знакома была. И вот, там, если перечислять, очень много у меня тут, если можно. Конечно, возьму. конечно. А то какие выставки. Вот тут у меня вот тоже на всякий случай взяла, может быть, вам понадобится. Давайте покажем. Вот эти работы, это из кожи, это потом все. Значит, я институт закончила, приехала, и тут же директор нас взял с подругой преподавать в школе. И я наверное, года 2 там работала, потом вышла замуж, уехала в Сибирь. Мне захотелось и Сибирь посмотреть. Там очень тоже много интересного было. Но я вкратце расскажу. Потом опять я приехала сюда. Но муж меня в Краснодарский край. Ему школу дали, там руководить школой. Ну, я и поехала туда. Вот, там тоже поработала, там выставки тоже и посещала, и сама участвовала. Но затем вы всегда возвращались в Абхазию? Ой, все время что-то родилась, и тут и помру, сказала, я отсюда не уйду. Ну что ты тут застряла? Нет, не хочу. А там в Петербурге можно было бы вот тоже как-то засесть. Ну зачем я все время тут? Все время на выставках участвую. Тут вот некоторые картины, да, все почти были на выставке. И вот там новые достала. Анна Андреевна, при этом у вас, когда вы находились в России, была возможность выставляться. И вы пользовались этой возможностью. Я там в Петербурге, когда вот она жила постоянно там, я сделала 3 персонально, особенно к 300-летию Питера, города. Я в 2 местах, в театральном зале, там в одном месте, и в этом выставочном зале, это в Петербурге, тоже много, мне было где-то 50 картин там выставила. 3 персональные выставки? Да, 3 персональные было. Ну и так просто я вот приходила с месте, где общие такие тоже участвовала. Потом нет, соскучилась за своим городом и приехала сюда. Тут такая природа, как ее бросишь? Вот, и теперь уже так и застряла. Это гризаль называется, потому что одним цветом, ну, тушью я делала, тушью, размывочкой. Это тоже гризаль, другой цвет у меня тут. Тоже вот эта природа. Мне нравится этот уголок города. Театры делала, у меня много там есть. Это цветы, отдельно у меня тема, потому что я влюблена в этот жанр. Я люблю и море писать. Вот, например, это в Москве выставлялась картина. Это Рица. Вот город, вот он. Я его люблю. Ничего, что я сюда ставлю. Да нет. Это мой город, это на выставке тоже была картина. Вот он. Это на выставке тоже была. Ой, давайте картина. Вот сюда, вот куда сюда можно? Поставим. Сюда? Угу. Да, ну как-то неудобно. Может. Про работы, которые были созданы именно вот в такой технике, мы поговорим отдельно. Хотела поговорить с вами вот на эту тему. Как рождаются вот такие работы? Ну, я посмотрела на настроение, вот такое у меня было, я даже не стала более заканчивать, выписывать. Вот так вот, чтобы такое было впечатление. Это арт-пленеры или все-таки вы пишете дома? Нет, на пленере. Вот это мольберта у меня, и мольберта, и этюдник. Я поставила и тут же сразу. Вот, и все, одним махом, как говорится. Эта техника я сама придумала, в Санкт-Петербурге была. Когда война была, я уехала туда и там клеила. Это, наверное, темно. Да? И из кожи? Да, из кожи. Вот это объем, мне нравится фактуру передавать, цвет коры. И вот мне это вот все это увлекло. Насколько это сложно? И я даже вот там, где я работала, я делала выставку им там
Они вот так вот, директор подходит, говорит: ой, а что это? Как вы думает, маслом? Говорю: да нет. Из обрезков отходов, которые вы, говорю, выбрасываете, их надо куда-то применять. Вот я им там картины Безотходное наклеила. производство. Ну да, и вот так вот такая техника тут, ПВА обычная, вот. Из кусочков у меня ящики кожи еще есть. Сейчас я кое-что еще вам Насколько это покажу. тяжело? Я не знаю даже о труде, потому что мне это нравится, вдохновение. Вон там еще одна, видите, но это уже на такую тему. Сейчас только что наклеили. Это у меня абстрактная тема, но я захотела, вот, прочитайте. «Оберегая мир». «Оберегая мир». Вот мне так захотелось сделать что-то абстрактное. Вот. А я делаю, знаете как? Вот мне кусок кожи где-то, ну тут нужно еще посмотреть, видите, вот голова, глаза. Да. Это профиль. Целый кусок, я не стала ни писать там ничего. Вот мне какие-то куски я беру, и они мне сами фантазию нагоняют. О чем эта работа? Вот это, да. А вот то, что автор в космосе, что закладывает? В космосе, вот смотрите, Африка, там Россия, еще там, ну, я 3 детей взяла, а тут земной шар. Вот он как бы уже Вселенная должна оберегать даже вот это все, чтобы мир был, чтобы не было войн. Вот мне захотелось такое что-то космическое, вот его рука, а вот он стремится, этот образ небесный. Ой. Ой, как-то шла я по дороге. Как-то шла я по дорожке и встретила тебя. Твои черные глазенки с ума свели меня. Игра – это такая отдушина от такого труда, вот когда сидишь, голова там, все это руки что-то делают, голова работает, а потом все оставляю и здесь сочиняю. Я же не училась нигде, просто это сама для себя. При закрытых дверях, конечно. И я это самое начинаю там какие-нибудь мелодии вспоминать. И тут же сразу вот что-нибудь понравится. Я отвлекаюсь так очень. Для меня это такая разгрузка нервов и вообще. По очень отдушина. Да, еще цыганочку разную тоже могла. И классику, прям по нотам когда-то играю. Сейчас, видите, все, руки уже не... По месяцам могу не работать, некогда, все. Разные причины, особенно летом. Дети, когда внуки приезжают, я вместе с ними. А это потом, если несколько дней не поиграешь, уже руки не работают. А вы ходили в музыкальную школу? Нет, ни разу. А ноты читать? Нет. А ноты я вот так вот без нот. Потому я-то их учила, но у меня нервы не выдерживают их учить. Я так, на слух. Просто для себя, при закрытых дверях. Вот ну и сейчас нам пришлось долго вас уговаривать, поэтому я подтверждаю. Да, это просто вообще пародия одна на игру. Ну, это ж просто так отдушина. Но спасибо, как бы ни было. Вы рассказывали о том, что какое-то время даже преподавали.
Ну да, ой, всю жизнь преподавала. Я и в Мне Краснодаре. немного хотелось бы поразмышлять, точнее, мне Давайте. немного хотелось бы, чтобы вы поразмышляли на тему подрастающего поколения, их вкусов, их подходов. Вы до сих пор, у вас есть замечательная возможность для взаимодействия с ними, Ой, хоть уже и не много было, да. преподаете, но и оценили немного вот подрастающее поколение наших художников. Ну, сейчас столько для подрастающего есть, столько школ художественных у нас, вот отделений открыто, очень много так можно там получить чего. Ну, и я смотрю, все время смотрю, когда они выставляют дети на планшетах в центре города, где-то там около театра Зимнего, все время выставки проходят. Я смотрю, талантливых много детей. Это хорошо, у нас же в университете есть отделение такое по искусству, вот, по художеству. Вот. Вы также выставляетесь с молодыми? Ну, получается, в том же центральном выставочном зале? Вместе с молодыми мы выставляемся. Наоборот, хотим, чтобы они более были так, к этому делу. И больше девочек, главное. Ребята что-то не очень там как-то. А девочки молодцы, талантливых много у нас девчат. Это хорошо. Я ж там преподавала на кафедре ПМНО. Вот, несколько лет. Там, где на Чочу они были, когда тоже там мы начинали. А потом переехали сюда после войны. И тут стала преподавать. И вот потеряла квартиру, а здесь мне дали эту. Искусство, творчество, что это для вас? Ой, я всю жизнь, я сказала своим, да хватит, что тебе не хватит пенсии, там что, да что, при чем деньги? Я хочу, даже я помру только с кисточкой в руке. Не могу, не может быть, я не чувствую себя, вот свой возраст, поэтому мне нравится. У нас там много молодежи на берегу, тоже художники, они там выносят свои картины, очень интересные. Тимур, Янис, там, вы, может быть, уже знакомы, потому с ними встречались, они тоже участвовали вот в таких передачах. Очень талантливые ребята. Вот тут у меня в книге, в каталогах отмечено. А вот ученики... Насчет учеников, я же уже давно не преподаю там, уже сколько как на пенсию ушла. И, так что сейчас мне очень трудно понять молодое поколение. То еще с ними я преподавала в школах средних. Я с 1 класса по 10 преподавала. Так я тогда их хорошо понимала, но больше было дисциплины как-то. А сейчас я не знаю, честно говоря. Я просто не преподаю сейчас нигде. Все занято вот так, сама своей работой. А так я не знаю. Конечно, я-то уверена, что все наладится, потому что там преподают хорошие педагоги. Вот, и у детей способности хорошие. Вообще тема цветов, она ярко выражена в вашем творчестве? Очень. Я вообще обожаю цветы, день и ночь могу их. Я по 10 часов могу сидеть за этюдни, писать на мольберте это. Ну вот видно, что среди ваших работ их правда очень много. А вот много. это такая тоже живые принесли мне цветы. Это пионы маленькие были. А это мои излюбленные цветы. Это обожаю эти цветы. Магнолия. Это суланжа. Суланжа. Да это я. И вот сирень. Они разного типа, наверное, не знаю. Сирень. Полевые цветы люблю. Полевые цветы. Вот в каком настроении вы пишете цветы вот, чаще вот всего? Это, например. Я, все время цветы в любом настроении. Как дарят, я скорее все бросаю и начинаю делать цветы.
Мне говорят, ой, да что ты цветы, да цветы пишешь. Ну, я и то, что вот понравилось мне, тут же сразу беру мольберт и иду на море там или куда с натуры. У нас столько мест красивых. Так что я не это, тем более на пенсии, когда отличное время для творчества, самое лучшее время. А это когда-то я из соломы даже делала. Столько вот, Это, что это захотел. совершенно другое что-то. А это совсем другое. Это из соломки. Пшеницу, там вот Это это какой что. год? Ой, не помню, 100 лет. Я даже год не помню какой. Ну, Да, где-то но это лет очень 30-40 назад. А вы к этой технике больше не возвращались? Ой, я много и в салоне, и дарила. И вот одна осталась чудом. Какая-то одна, и все. Люблю разные техники применять. Мне одно и то же надоедает. И акварели. У меня сейчас там в этом тоже полно акварели. Но я уже куда и так... слишком... Чаще всего в какой технике работаете? Ой, что вот натура подсказывает, если она нежная, цветочки там, особенно люблю фиалки, незабудки. Вот они нежные, поэтому там другая акварель лучше всего идет. В ваших работах чаще всего встречаются такие теплые цвета. Теплые, да, вот я люблю теплые цвета. Да, то есть вот эти цвета для меня сейчас удивление, потому да. что... Вот это, что в книжке. Она была во многих уже по Северному Кавказу. Я ее давала и тут несколько раз. Это искусство называется. Вот театр я люблю. Симбиоз скрипку всего. Люблю. Музыку вообще она символизирует. И живопись. Вот как раз у меня вот эти три я решила так сделать. Тоже из кожи? Из кожи, да. Что для вас счастье? Счастье – это исполнять, делать то, что тебе нравится в душе. Вот я без этого не могу уже жить. Я могу по 10 часов сидеть и писать, или там клеить, вот что-то, придумывать еще что-нибудь. Ну, пока вот так кожу вот сделала что-то, оставила, и стала живописью больше заниматься. Вот так получается у меня периоды вдохновения к этому всему. Хотя в душе очень хотелось бы этим все время заниматься. Кожа, у меня столько материала. Но никак у меня то одно захотелось сделать, то другое. Даже вот цветы, букет. Я пишу букет, там муж подарили, там еще подарили. Приходит моя ученица, ей 65 лет. Она приходит и приносит опять букеты. Этот я оставляю, начинаю писать новый. Аня, дочка ругает: да, мама, ну ты сделай одну сначала, начни оставь. Нет, я потом все оставляю. Это надо, вот там у меня еще полно. Это надо в следующий раз делать. Кстати, вот по поводу дочери, раз уж вы заговорили. Во-первых, хотелось бы узнать, насколько ваши дети, любят это искусство. Вас поддерживают в ваших таких моя начинаниях и порывах. Моя правнуки так дала им краски, бумагу. Они все по уши замазались. Ну, мажут, что-то делают. Ну, думаю, ладно. Еще пока 4 было, годика и 2. Они еще пока маленькие. А уже постарше будут, а посмотрим, если понравится. Я что не вечная. Вот они пусть продолжают мое дело. А там столько всего, и материалов, и краски, ну, все что угодно. Насколько вам важна поддержка детей ваших? Да. Ой, поддержка, вот у меня дочка приезжает, все у меня тут убирает, все у меня ну, а я что там все время у него, он тоже один, ему 82 года. Тоже. Это супруг ваш? Супруг, да. И не говорит, ну что, я один, меня оставляешь. Я говорю, мне надо работать. Мы с таким условием договорились, замуж выходила. За чего? Для чего? Для чего? Надо мне тоже творчеством заниматься для души. А там мне не важно, буду продавать или будут они иметь их, ну, это мне не... Лишь бы мое желание было. Да, но с другой стороны, это же тоже ресурсы,
краски, холсты, Это да, это все деньги. да, да. Ну, надо вот одну продать, а потом начинаю покупать. Бегу в магазин сразу, раз, все, нету. Вот так. Ну что, потом куда-нибудь.